10 изменений в Душанбе при Рустаме Эмомали. Равно 2 года назад, 12 января 2017 года, президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего старшего сына Рустама Эмомали исполняющим обязанности мэра столицы. Чуть позже он стал полноправным руководителем, сменив на этом посту Махмад Саида Убайдуллаева, который был бессменным столичным градоначальником на протяжении 19 лет. Мы решили вспомнить, что изменилось в столице после этого назначения. Вернулся Новый год. Это самое очевидное изменение, которое произошло именно при молодом мэре. Дело в том, что новогодние праздники в Таджикистане к 2016 году практически угасли. Город толком не украшали. Елку ставили числа 30 и разбирали 2 января. В школах елки вообще запрещали ставить, а в обществе муссировалось мнение о том, что это вообще не таджикский праздник. И вдруг, 6 декабря 2017 года на главной площади Душанбе начали устанавливать новогоднюю елку. Горожан это событие так ошарашило, что о нем написали все ведущие СМИ страны. О нем говорили на улицах и в интернете. В этом году все было даже лучше. Кроме новогодней елки на площади появилась и новогодняя ярмарка, а Миноборнауки заявила, что вообще никогда не запрещала праздновать Новый год в образовательных учреждениях. В общем, Новый год в полной мере вернулся в Таджикистан. Исчез зеленый базар. В октябре 2017 года мэр Душанбе Рустам Эмомали заявил о закрытии центрального рынка Душанбе Шах-Мансур. Зеленый базар. Продавцов с рынка переселили в здание нового рынка Мехаргон. Теперь этот рынок считается едва ли не столичной достопримечательностью, куда водят на экскурсию приезжих гостей. Например, осенью прошлого года туда водили Владимира Жириновского. С дорог убрали старексы, исчезла тонировка и оплата наличными. Помните старексы? Эти машины были настолько неудобными, что горожане попытались их быстрее забыть. Конечно, они еще ездят по Душанбе, но их осталось совсем немного. В апреле прошлого года власти города Душанбе решили полностью заменить их автобусами и троллейбусами. Еще в общественном транспорте, в автобусах и троллейбусах, исчезла оплата наличными. Пассажиры используют транспортные карты из сети карт, и была запрещена тонировка окон в городском транспорте. Кстати, если продолжать говорить о транспорте, то в этом году у всех городских такси должен появиться одинаковый дизайн автомобилей. Появились новые остановки для общественного транспорта. Первую образцовую остановку общественного транспорта открыли в августе 2017 года около Чайханы-Рахат. На остановках, кроме сидячих мест для ожидающих пассажиров, есть точки реализации прессы, электронных билетов общественного городского транспорта, электронное табло, на котором можно ознакомиться с маршрутами общественного транспорта в Душанбе, рекламное табло и городской телефон. Теперь почти во всем городе такие остановки. Разрешили забивать скот в честь праздника Иди-Курбон. Накануне праздника Иди-Курбон, который в 2018 году отмечался в августе, Рустам Эмомали поручил главам столичных районов совместно с санитарными службами подготовить временные точки по убою и продаже скота на территории города. Ранее это было запрещено. Гостиницы Пайтахт вернули прежнее имя Душанбе. Еще в начале 2017 года столичные гостиницы Пайтахт вернули ее первоначальное название Душанбе. Другим решением мэра ТВ Пайтахт, которое функционирует как общественное телевидение с 1996 года, был переименован в ТВ Душанбе. Открылся второй аквапарк, один из самых известных долгостроев в Душанбе – аквапарк Апшарон, строительство которого начали еще в 2003 году, был сдан в июне 2017 года. 15 лет назад аквапарк начала строить турецкая фирма Imik Project Limited Ширкати. Однако компания не выполнила своих контрактных обязательств и свернула проект спустя 5 месяцев.
В 2017 году аквапарк построила отечественная компания Сахтмони Махсус, спецстрой, во взаимодействии с итальянской Prestone Ampersand Barbieri. Расходы по его созданию составили свыше 63,6 миллионов самони, свыше 7 миллионов долларов. Центр одновременно может обслужить свыше 300 посетителей. Обновили городские парки. В течение 2017-2018 годов в столице открывали реконструированные городские парки. Так, отремонтировали парк имени Садриддина Айни. Здесь было построено множество зданий и объектов: мавзолей и памятник Айни, амфитеатр, террасы и скамьи, фонтаны. Такой же серьезной реконструкции подверглись и остальные городские парки. Начали ремонт фасадов жилых домов. В центре города почти на всех жилых домах был обновлен фасад, а горожанам напомнили, что согласно правилам проживания в столице, например, сушить белье за окнами, которые выходят на трассы, вообще-то запрещено. Кроме того, с фасадов домов в центре поснимали кондиционеры и антенны.